Мои дорогие, сегодня хочу приготовить овощной тортик. Вот почистила картошечку, свеклу, морковку и огурчики. И нужен еще майонез. Ну и заодно покажу вам. Решила отдельным роликом. О этом салатике я говорю в другом ролике. Ну а как готовлю, покажу вам отдельно. Несколько раз меня спрашивали, как вы его готовите, поэтому давайте мы вместе с вами его приготовим. Сейчас я быстро это все нашинкую, а потом соберем. Это очень быстро. Ну что, друзья, соберем теперь наш овощной тортик. Я в том ролике сделала его, но не украсила зеленью, поэтому буду делать здесь. И просто будет здесь только овощной тортик, чтобы не занимать ваше время. Значит, я все подготовила, практически все подготовила. Как видите, свекла, морковь, картошка, огурчики соленые, помидорчики. Ну что, друзья, я сейчас все подготовила вроде бы для того, чтобы собрать овощной тортик. Значит, я натерла на терке свекла, морковь, картошка, огурчики соленые, нарезала пока зелень и яйцо. Из этого будем собирать наш салатик. Так, ну, многие собирают его, ставят кольцо. Я не хочу ставить кольцо. Так, вот боюсь, что тарелочка будет маленькая. Может, мне большую тарелку. Не умею я кольцом собирать, если честно. Я всегда это делаю так, просто так. Может быть, мне все-таки более в этой тарелке или высокой. Давайте в большую, наверное, тарелочку соберу. Там посмотрим. Так, ну что. Значит, первым слоем у нас пойдет картошечка. Так вот. Вы знаете, довольно-таки, в принципе, даже если здесь нет мяса, салатик получается такой сытненький. Вот сегодня с рыбой ели, очень понравилось нам. Так, картошка же у нас не соленая, надо чуть-чуть присолить. Ну, не так много, чтобы знать, что у нас же еще майонез будет. Так, и вот так вот немножко я люблю приперчить. Теперь делаем, можно просто размазать ложкой. Ну, я вот так вот сеточку сделаю. Салатику нужно немножко дать постоять. Но так сильно придавливать тоже не нужно слои. Пусть будет как-то так. Так, кто-то любит, чтобы свекла была сверху первым, ну, последним слоем. Кто-то любит, наоборот, чтобы морковка была. Кто-то делает просто яйцо. Я сегодня, наверное, закрою просто зеленью. Если я найду у себя, так, следующим слоем я положу свеклу. Мы разные делали, поэтому если я найду, обязательно вставлю, какие можно будет делать еще, ну, как украшать их можно. Сегодня просто зеленью, классически, можно сказать. Этот салатик я делаю, наверное, лет с 12. И всегда любила его вот так вот закрывать полностью зеленью, как будто бы вот такой мохнатый зеленый тортик. Так вот. Не надо его прижимать сильно. Сейчас. Так. И снова майонез. Я здесь солить не буду, потому что я сейчас следующим слоем положу огурчик. Поэтому этот слой я солить не буду и перчить не буду, потому что у меня, друзья, соленые огурчики очень даже острые. Сами знаете, что я кладу много перца в огурчики. В этом году очень, ну, в принципе, у меня практически всегда огурцы получаются хорошо. Очень удачные огурцы. Я немножко и продавала.
понравилось. Перезаказывали, но уже поздно, потому что я этим в этом году не занималась. Я отжала, как видите, чтобы жидкости не было много, чтобы наш тортик не потек. Вот. И в этом году у меня мальчики тоже что-то подсели на соленые огурчики. Уже очень много баночек мы поели, если честно. Вот полторашку открою, и практически за раз мы ее съедаем. Раньше как-то они больше помидоры ели, а сейчас огурчики. Так, все. Снова майонезиком слой. Как я сказала, если хотите, можете просто положить и ложкой размазать. Ну, я не буду размазывать. Вот. Ну, может быть, кто-то скажет, что это, конечно, не ПП. Майонеза много, но если не положить майонез, то, конечно, он будет сухой и невкусный. Вот следующий слой морковочка. И, как я сказала, слои можете менять как хотите. Можно вот морковку, последний получается, да, слой положить, но морковку натереть на мелкой терке и красиво его украсить. Но я не стала это сегодня делать. Украшать можете как хотите. Делать розочки, делать цветочки. Вот. Сейчас. Вот видите? Вроде бы уже как тортик. Так. Так, этот слой мы немножко посолим и поперчим. Но если вы не хотите, конечно, не кладите перец. Так, можете его не класть. И снова. Я, конечно, снимать как кулинарные каналы не умею, но вот как могу. Так, такой салат у нас есть и в продаже. Сейчас, минуточку. Весь микрофон не дотяну. И я вам сейчас покажу, как мы его укладываем. Значит, вот такие вот подложечки мы покупаем. Видно, вот. И собираем его на такой подложке, и потом уже кладем в круглые или тортницы, или есть еще такие с крышками, вот туда. Так, ну сейчас уже следующим слоем будет у нас идти яйцо. Так, сейчас, минуточку. Так, яйцо я буду натирать на мелкой терке. Вот прямо сюда. Можете натереть отдельно белок, отдельно желток, как хотите. Если хотите, чтобы было желтое поле, можете желток отдельно. Если хотите, чтобы белое, чисто белое, значит тогда отдельно белок. Но я сегодня не буду делать, потому что я хочу сегодня закрыть именно вот зеленью. Если хотите, я сейчас вам покажу. Можете оставить просто сверху яйцом. Когда я пока оставлю, и немножко просто оставлю вот сверху белочек. Вот так вот.
Так, ну вот, теперь мы сначала вот так вот. Здесь я везде обмазала майонезом по краям, вы видели. Так. Лишнее уберем. Если хотите, еще раз повторюсь, его можно делать с кольцом. Поставили кольцо, и у вас будет это ровно, и я не хочу. Это уже как бы как вы хотите. Так, смотрите, в принципе, этот салатик может остаться вот таким вот. Да, просто сверху яйцо. Если хотите, сюда можете сделать из яйца какую-нибудь ромашечку делают, украшение. А можете просто так оставить вот то, что здесь вот так вот белое. Ну, конечно, по краям еще салфеточкой почистить, все сделать. Так, а я хочу полностью закрыть зеленью, как я всегда делала. Для этого я тоже закрою. Еще раз пройдусь майонезиком. Так, и, друзья, мы в обед готовили салатик для себя. У нас остался. Я его сейчас перемешала. И хочу сделать вот такие вот как бы шарики. И их тоже можно будет уже, тоже подача будет по-другому немножечко. Сейчас я тарелочку приготовлю. Обвалять в зелени. Овощной вот такой вот тортик можно в зелени обвалять. Салат нежный можно обвалять или в сыре, или в грецком орехе перемолотом. Ну вот, вот так вот. Сделаем шарики, какого хотите размера. Вот. И вот так вот обвалять в зелени. И тоже будет такая вот оригинальная подача. Особенно будет оригинально, если вот именно несколько видов. Крабовый салатик приготовить, нарезать мелко крабы и обвалять в крабовых палочках. И вот так вот тоже. И, как я сказала, салат нежный. Так, ну, тут один шарик у меня больше, один меньше. Ну, вы идею мою поняли. Ничего нового не открываю. Может, скажете, что это ничего нового, да, ничего нового. Это все старое, забытое и незабытое. Многие делают. Но все-таки, может быть, кто-то забыл, кому-то какая-то будет идея. Ну, вот так вот. Вот так вот получилось. Вот такие можно сделать, такое можно сделать. Готов. Так, ну вот мой овощной тортик готов. Как видите, вот. У меня нет свеклы, можно украсить цветочками из свеклы, цветочками из моркови. Можно просто так. Мне нравится, например. Но кто не любит много зелени, да, можете по краям зеленью, а наверху, как я вам показывала, оставить
яйцо или морковь, но уже нужно, чтобы была мелкая терочка. Про кольцо, которое я говорила, это вот разъемное кондитерское кольцо, можно сказать. Обычно делают днем, что получается ровное. Иногда делают просто в кольцо и вообще зеленью не покрывают, даже по бокам. Я люблю, не знаю, когда покрыто зеленью. Правда, было бы хорошо, если был просто чисто укропчик. У меня тут еще петрушечка. Ну вот как-то так, не знаю, овощной тортик. Кому было интересно, может быть, было интересно. Вот как-то так, друзья. Готовьте, готовьте с любовью, как любят говорить у нас блогеры, кулинары. По крайней мере, если даже не на праздничный стол, то для дома это очень даже вкусненький салатик. Уздулдош. Всех благ вам, друзья, мира и благоденствия.